У дорогих говорит. Огурцы почем? Ничего. 90 я раз. 80 А у Азербайджан 120 я це махбіця. Це 120, 90. Аз просто хотел все більше. Амді мабіжа. А малін тоді хожі. Нічого. 160, да? Yemi iyi hüger. Taklet de otel usada. Ах, на хаху я мякот, а мы 65. А чьи яблоки? А груши почем? Кило 100 рублей, оптом 80. Хорошо, брат. Ну, классно. Где вы помидоры? Яшки еще 35 рублей. И сколько там потянет? Рублей 800, 50, 900, там 1000 рублей, разно бывает. Подорожали, да? Ну да. Из-за холода? От дождя. Мы чахари ешь? Чечня? А? Астраханские. Астраханские? Любой район. Магиана Вахауша. Я мяч, я Дагестане, подряд. Это азиатцы? Яйцо. По 35 хозяйки. Айну хайуху еще всю внутри. Пересыпати. Хорошо. Самое главное пересыпати. А кизил ваш почем? Кизил 120. 120? А слива? Слива 60. 60. Где хамоскаля? Это индейка. 1700. Индюк 1800. Это кто? Это черная смородина, это малина и кизил. И сколько баночка? Оптом по 140, баночка 150. 140, да? оптом? Да. Упаковками разобрали. Все натуральное? Все натуральное, вот моя визитка. 50 таких отдам вам. Сделать вам рекламу? Пожалуйста. Может, у вас заказывать будет даже из других республик? Да? Но главное, у меня четко хорошее. Сама я делаю. Своя малина у меня. Все свое, говорит, все свое натуральное. Девочки, если надо, заказывайте. Да. Все натуральное, все свое. Чаи ваши тоже? Чаи нет, кроме этого нет. Где хачи? Почем чай? Натуральный чай. 450 дел. Килограмм 450, а этот? 850 дел. 850. 800 дел, да, 500 дел. Это просто чисто черный чай без добавок, да? Добавок на чай. Цейлонский, я халат индийский. Мясо. Какие надо? Вот эти две. Сыр какую цену? 350 килограмм. 350? 350 килограмм сыр. Яйцо домашнее? 120 десяток. 120 десяток. Молоко? 100? Полторушка, да? 1,5 литра в 100 рублей. Сметана? 250. 250, 700-ка. Творог? 220. 220 творог. Ну, где-то небольшой, грамм 800, наверное. Инжир какой цену? 250. 250. И зеленый, и черный?
Ежевика, приехали. Хавали вузал. 700 рублей ведро. А там сколько? Да, 2400. Я сам беру. Нету места. Какой цена огурцы у вас? Огурцы 90 рублей. 90. Огурцы засолочные 90. А если ящик по 35 будет? Ящиками сюда. Ящиками Чеснок сколько у вас? 250? Какую цену ваш перец? 60 рублей перец. Лук. Картофель. 35. 35. Иран спортовики. Доброе утро. Как дела? Мама как? Привет передай. Баклажаны почем у нас? 50 рублей. Перец. Тоже 50. Острый. 80. Острый 80. А пекинка? 60. 60. Да? Эти тоже 50, да? Она как он? Уснула, вечером. 55, 65. А инжир почем? 170. 170. Виноград. Виноград 80 можно. Суп теперь до конца. А зеленый инжир? 220. Вот это груша. Груша 80. Это 80. А персики? 90, 100. Это же нектарин или персик? Нектарин. Нектарин 100, персики 90. 90. Ага. А слива такая? 70. Смотрите, какие яблоки красивые. На мэйджу. А яблоки откуда? Откуда они, а? 70 рублей вот такие вот огромные яблоки. Не знаю, просто не отвечу. Откуда они? Это кабардинский. На Кабардинский? 700 рублей.
Мои дорогие, добрый день. Дядя Халча, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Я вам, может быть, не все знают, но эти 3 дня у меня внучка все время, потому что заболела, подкашливает. В садике ее водить нельзя, говорю потихонечку, но в микрофон, я надеюсь, будет слышно. Вот, вчера целый день у меня было 2 их ребятишек. У моей дочки Мадины у мужа умер дядя, и она вчера была на похоронах, и оба ребенка были со мной. Вчера ничего не смогла сделать. Это уже, как вы поняли, 2-й день. Рынок, и это я вам уже показала. И вот уже 2-й день, час дня. Я тоже была сегодня на похоронах с моими заловками. Они приезжали ко мне. Мы вместе ездили к ним, вот именно к моей дочке туда. Соболезнования как бы сделать родственникам ее мужа. И еще в 2 местах нам надо было побывать. Побывали там. Я даже как-то мы с ними поговорили, сидели, обсуждали и YouTube, разговаривали, смеялись. И забыла даже их снять. Ладно, сейчас пойду, не буду здесь говорить. Вот, Аишку уложила, сделала ей ингаляцию. Наш студент пришел. Тебя плохо видно. Как дела? Все нормально. Как учеба? Хорошо. Передай Всем привет. Так, как ты себя чувствуешь? Ты тоже у нас подкашливаешь? Сейчас более-менее. Лучше? Да. Ага, сегодня я ему снова подключила антибиотик, потому что ему чувствовал себя неважно. Так, ну вот, все, хорошо. Ибрагим, ты здесь будешь? Ты здесь будешь? В доме будешь или выйдешь? Ну, Аишка спит, присмотришь. Так, ой, теперь со спокойной душой могу. Да. Так, хотя его надо обедом кормить. У нас сегодня могу немножко погромче, в смысле вообще могу погромче говорить. Так, погода шикарная, друзья. Смотрите, какое солнышко. Ой, солнышко, правда. Нужно так как-то выйти отсюда, чтобы было видно солнышко, но все равно погода солнечная, очень такая теплая, но утром было холодно и вечера холодные. Как всегда, осенняя погода. Алхамдулилlah, все хорошо, это все радует. Помидорки, как видите, мои стоят. И знаете, что я вчера сделала? Я пойду на кухню и вам покажу. Пошла на кухню. Надо будет помидорами. Не знаю точно, буду ли сегодня заниматься помидорами, но много чего надо на кухне делать. Посуду не убирала, как гости ушли. Угостила своих заловочек. Зовут в гости, надо им в гости пойти. Ругали меня, как только, говорит, у тебя появился YouTube, ты забыла родственные связи. Шутили надо мной, потому что, времени, друзья, просто нет. А так мы друг к другу ездили часто. Просто сейчас такая еще обстановка, все боятся и куда-то ездить. Вот сегодня тоже мы все, некоторые в маске, мы как-то без масок пошли. И вообще-то, друзья, у нас очень много стало больных. Очень много. Не люблю я про болезни говорить. Но прямо семьями в больницу попадают. Сама переживаю. У меня и Ибрагим кашляет, и Дивер начал кашлять. Я им подключила и антибиотики уже подключила, и микстуры разные, и домашнее лечение делаю, молоко, все такое со сливочным маслом, с медом. Посмотрим. Старший тоже кашлял, но он уже вылечился. И Ибрагим, как видите, тоже говорит, что сегодня ему немножко полегче. Вот такие вот дела. А Дивер еще подкашливает более сильнее. Надо будет ему... я только сегодня ему дала антибиотик. Скорее всего, будет хорошо. Но это все им выписал врач. Надеюсь, будет лучше. Я не самолечением занимаюсь. Пойдемте теперь на кухню. Так, друзья. У меня целый двор уже гостей, ребятишек. Привет, Абдулла. Привет. Аули. О, Аишка, смотри, сколько у тебя друзей. Так, а ну представься, как тебя зовут? Мансур. Мансур. Тебе сколько лет? 5. 5. В садик ходишь? Да. А ты кто? Как тебя зовут? Камила. Камила. А тебе сколько лет, Камила? 3 годика. Ух ты, красавица ты наша. Это детишки моей племянницы и племянника. Я 2. Тебе 2? Тебе 3. Вот тебе сколько? 3. 2. 2. Это Это племянника, сыночек, а те племянницы. А? Тебе сколько лет? Да. Да. А у нас еще один же есть там маленький. Мухаммед где?
А где маленький? А это чья подушка? Не мой только, моя. О, как, а ну покажи, Камил, покажи подушку, покажи. Ух ты, а ты мне ее подаришь? Нет. Ты же дома? Мансур бы мне подарил, да, Мансур? Ты же бы мне подарил подушку, если у тебя была? Да. А где зубки наши? Ой, а у Камилы какие красивые зубки. Да ты что? Ух ты, это безрукавочка. А, у тебя много? Подари мне. Вот самый главный. Мухаммедочка. Мухаммед, это ваш братик. Мухаммед. Он всегда плачет. Эти Мухаммеды, по-моему, все плачут. А любишь Мухаммеда? Очень. Я тоже люблю. И ты любишь Мухаммеда. А дядьки любишь? Покупают. Ты меня любишь? Да? А ну иди тогда, поцелуйчик, дай. Давай поцелуйчик. Ой, как... А где кто? Иди найди этого. Абдуллу найди. Вали хавави Абдулла. А, вол важла. Абдулла, хавит улус, хавит. Хавит. Так, короче, вот моя племяшка. Всем здрасте. Всем здрасте. Ты уже здоровался много раз. Пусть теперь племяшка поздоровается. Моя любимая племяшка. Мы только что говорили, что она приехала к бабушке поругаться. Что сказала, что Мадинкин Мухаммед самый дорогой. Да, самый любимый правнук. А тут вон сколько правнуков еще. Но бабушка сейчас будет говорить с каждым. Вот. Кого сейчас видит, это будет любимый. А это моя любимая племянница, которую я еще сама и назвала. Хотя не очень-то я ее баловала, конечно. Но самое главное, она знает, что я ее люблю. Это, по-моему, главное, да? Да. Самое главное. И она меня любит. Главное, сегодня она в Инстаграме поставила, что чай пьет с манго там на столе. А я очень люблю манго. И я ей написала в комментарии: ой, я с манго тоже чай выпила. Вот приехала, привезла мне манго сушеный, и гостинцев много чего, и бабушки. Так что у нас сейчас весело, друзья. У меня сегодня тоже, видите, опять меняются планы. Хотела посадить помидоры, опять нет. Зато у меня приятные гости. Вот так вот, друзья. Все, пошли. Вы сейчас будете пачкаться. Камила! Хайли, испачкаешься. Хайли, Мансур, она с бензином, грязная, канистр грязный. Иди сюда. Иди, выкидывай. Иди руки мой теперь. Иди руки мой, иди. Его оставим, мы заберем его. Иди руки мой. А ну, пахнут, посмотри. Понюхай свои руки. Пахнут. Вот, иди. Иди в ванну, иди, там стоит мыло, иди помой. Как хорошо сегодня и тепло. Аиша, или егица дало зелень. Аишка еще только после сна. Хажил. Или Камиля и Цалоу сняли. Смотрите, какой мой племянник. Гора, а не племянник, гора. Ну, такая гора, и прям засмущался. Хаверзл. Ай, все невесты наши будут, Хаверз. Ну да. Так, ну быстро. Они мне не говорили, что едут. Собрала быстро на стол. Ничего такого у нас, но ничего. Сямуса, ты в кадре, можешь уже не скрываться, все, сиди спокойно. Уехали мои гости, друзья, пока телефон, вышла без телефона, забыла, они уже уехали. Ну, попрощаюсь с вами, просто больше не буду сегодня ничего вам выкладывать, как бы уже вечер, как видите, ролик мой не зайдет. Никак не получается эти 2 дня снимать. Я хотела делать варенье, зелень на зиму хотела заморозить и с вами поговорить. По-моему, я уже сказала, что вчера у меня был малыш, ничего не получалось. Ну, вот так вот, друзья, не буду больше затягивать. Хочу с вами просто попрощаться. Хороший вечер.
И после того, как приехали гости, тоже приятно как-то. Просто они не хотели меня обременять, заранее меня не предупредили, что едут. И я так в спешке быстренько пожарила рыбу. Они же ее мне и привезли, рыбу, гостинцев, много чего. И, как я уже говорила, привезла мне племяшка манго сушеное, я очень его люблю. И сушеное, и не сушеное. Бабушка развеселилась, прям вот прибодрилась, когда увидела своих внуков и правнуков, и сноху. Она очень любит гостей, вы сами знаете. Вот такие вот дела, друзья, у нас вчера и сегодня как бы. Ну, ничего страшного. Что не сделали сегодня, сделаем завтра. Тут Ибрагим мучается. Ну все, играет вовсю. Всех благ вам, друзья. И большое вам спасибо, огромное спасибо. И простите меня, что я еще не открывала очень много комментариев, не отвечала. Простите меня, ради бога, потому что просто вот эти 3-4 дня вообще ничего не успеваю с малышами. Сами понимаете, что очень все-таки много времени уходит, и у меня не получается. И я обязательно все прочту. Читать я все читала. Все комментарии прочитаны, друзья. Просто не успеваю печатать и отмечать. Я быстро прочитываю, пролистываю, но вот писать не успеваю. Поэтому большое-большое вам спасибо. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так, друзья.